Дороги, медицина и культура стали главными темами открытого разговора с Сергеем Гапликовым. Специальной программы, которая вышла на нашем телеканале в пятницу. За час 18 глава ответил на десятки вопросов. На связь со студией вышли руководители с мест и сами жители. О том, что же всех волнует. Александр Головина. Выборы президента, доклад главы Госсовету, Петербургский экономический форум. Последние несколько месяцев для республики и для страны в целом оказались напряженными, но продуктивными. Приоритеты остаются неизменными. Медицина, охрана материнства и детства, проживание на селе, дороги, образование. Все они нашли отражение в апрельских поручениях Сергея Гапликова региональному парламенту. За каждым из них ответственный чиновник, будь то министр или глава района. Работы много, но говорить о первых результатах можно уже сегодня. Стабильно работающая финансовая система региона. Мы вышли из красной зоны. Мы вышли из долгов, как из шелков. Знаете, когда в долгах, как в шелках регион, то никто не дает ни займов, ни соответствующих кредитов, тем более дешевых. И доверие. И доверие, в первую очередь, это со стороны тех, кто смотрит на деятельность региона. Мы решили эту задачу. У нас устойчивый был доход в региональный бюджет. Мы его увеличили на 11 миллиардов. Мы достигли профицита бюджета в 3,3 миллиарда. Хотя хочу напомнить, и на самом деле это очень важно, что в 2017 год мы входили с дефицитом более 8 миллиардов рублей. Два принципиальных параметра, которые оценивают стабильность работы в регионе – долголетие и младенческая смертность. Последнюю удалось снизить более чем на 20%. Исторический максимум показывает и средняя продолжительность жизни – 71 год. Большое внимание и медицине, техническому обновлению, строительству новых и реконструкции старых учреждений. Так, экспертизу сейчас проходит документация на проект по возведению здания Республиканской инфекционной больницы. Уже в августе определят подрядчика. Когда будет произведен ремонт и обновление Вухтинской городской больницы, УГБ-1 так называемый? Ну, этот вопрос на самом деле уже давно назрел. И решение этого вопроса мы неоднократно обсуждали, в том числе и с нашими партнерами, компания «Газпром». И я благодарен Миллеру Алексею Борисовичу, что в этом году нам выделены средства. И в частности, сумма достаточно внушительная, больше 100 миллионов. А если точно говорить, 112 миллионов, которые «Газпром» сегодня нам дает на проведение капитального ремонта в этой больнице. Зарплата, а точнее ее своевременные выплаты. Действительно острый для жителей вопрос. На северные сверхмрот для бюджетников потратят профицит за прошлый год. Для республиканского бюджета это такая очень серьезная нагрузка. И учитывая, что действительно мы создали какие-то свои, такие, можно сказать, запасы, резервы, то мы в этом году справляемся с данной нагрузкой. Действительно, мы в этом году уже уточняли параметры закона о республиканском бюджете, предусматривали дополнительные источники на выплаты как минимального размера оплаты труда, так и повышение оплаты труда так, категориям работников, которые у нас подпадают и под майские указы президента. То есть выплаты мы производим своевременно, в полном объеме. И то, что у нас планируются очередные поправки в закон, мы еще предусматриваем дополнительные средства. На дороге в этом году уйдет больше денег, чем в прошлом. Вопрос по теме из Усть-Кулума. К разговору подключается мобильная студия. Уважаемый Сергей Анатольевич, благодарим за ремонт дороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. Мы уже не планировали увидеть нормальную дорогу, но работа пока не закончена. Будет ли продолжен ремонт трассы этим летом? За 2 года мы решили ряд очень важных вопросов. Почти у нас 49 километров уже отреконструировано. На 35 километрах мы заменили аварийное дорожное полотно. Дорога будет дальше ремонтироваться. И могу сказать, что в этом году на эти цели будет направлено более 300 миллионов рублей. Продолжится ремонт и за счет частных партнеров. Так, например, тот же Усть-Куломский район рублем поддержит Монди СЛПК. Компания отремонтирует 4 километра по направлению от Пузлой до Крутой. 2018 в Коми объявлен годом культуры, и к этой отрасли, понятно, тоже приковано большое внимание. По уровню развития этой сферы республика, кстати, вошла в топ-10. Уже в этом году дома культуры появятся в Книж-Погосском и Усинском районах, в Усть-Илимском – социокультурный центр. Новый стандарт библиотечного дела, принятый на федеральном уровне, отработают на Карткировском районе. Все библиотеки теперь будут связаны единым контентом. Жители отдаленных территорий в Коми смогут проводить досуг и за просмотром премьер российских и зарубежных фильмов. В 8 муниципалитетах появятся современные кинозалы. Большое событие в области средств массовой информации. Хочу поздравить телеканал «Юрган», потому что сегодня он включен в пакет «Триколор ТВ». И сегодня зрителями канала в европейской части больше
свыше 35 миллионов человек стало. Это колоссальная аудитория. Я еще рад и потому, что наши соотечественники, наши земляки, которые живут в других территориях, конечно, тоже сегодня могут с удовольствием смотреть, наблюдать, следить за тем, что происходит в республике. Республика активно готовится к своему столетию. К 2021 году поставлены большие задачи по части обновления городской инфраструктуры. Сейчас столица Коми определяется с местом для строительства Ледового дворца, где в юбилейный для региона год пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом. Уникальный объект в дальнейшем должен стать многофункциональной площадкой для всех жителей и гостей столицы. Александра Головина, телеканал Юрган.